Любимая дочь, слушай внимательно, ибо то, что я передаю, это не просто послание, но божественный шепот, обращенный к твоей душе. Откройте свое сердце и не позволяйте этому моменту ускользнуть, потому что я собираюсь сообщить глубокую и преобразующую истину. В этот самый момент я передаю глубину твоего утомленного сердца. Воспринимайте эти слова не просто как звуки, а как жест любви из бесконечности. Не беспокойтесь о проблемах, которые сейчас окружают вас, поскольку они всего лишь нити в обширном гобелене моего идеального плана. Смотрите, как каждая деталь становится на свое место под моими руками. Мое видение для вас – это величайшее великолепие. Точно так же, как блудный сын, который, хотя и заблудился и сбился с пути, был принят в объятия отца с неоценимой любовью и радостью. Точно так же я заключаю тебя в свои вечные объятия, предлагая бесконечные объятия любви. Мои пути могут показаться непостижимыми, и вам может показаться, что вы слепо идете по разворачивающейся моей работе. Однако доверьтесь моей непрестанной деятельности по оркестровке симфонии жизни, согласовывая каждую ноту и каждую паузу согласно моему божественному сочинению. Доверьтесь моему обещанию, и ваше сердце переполнится радостью, понимая, что каждая пролитая слеза является частью великой цели. Обратите внимание на мои слова, ибо они – маяк, который осветит ваш путь. В этот настоящий момент я дарую вам настрой, необходимый для того, чтобы противостоять вашим испытаниям. Вы принимаете? Если да, то выразите это в комментариях, написав «Принимаю, Господи». Следуйте строго моему наставнику, дышите глубоко и поднимайтесь в минуты отчаяния. Двигайтесь вперед, зная, что вы не одиноки. Мои ангелы посланы окружить и защитить тебя. Не бойтесь тех, кто тайно сговаривается против вас. Мои защитные объятия окутывают тебя, и ничто не нарушит святилище твоего дома. Осознайте, кто рядом с вами. Я царь царей, Господь господствующих, твой небесный Отец, всегда наблюдающий сверху. Моего присутствия достаточно, чтобы подтолкнуть вас к победе без страха и колебаний. Я твой пастырь, твой проводник, твоя сила и источник твоей победы. Когда возникают трудности, не поддавайтесь страху в самые мрачные часы. Держитесь моих слов, они проведут вас через темные долины, укрепляя вас для победы. Оставьте свои заботы в стороне, потому что сегодняшний день принесет ответы, которые вы искали. Знай, что я слышу твои сомнения, понимаю твои мысли, твои надежды и самые сокровенные желания твоего сердца. От меня ничего не скрыто. Чтобы исполнить ваши молитвы, необходимо действие. Вооружитесь инструментами и мудростью, необходимыми для достижения моей цели. Приступайте к исполнению моего плана осторожно, избегая опрометчивости и спотыканий чрезмерного честолюбия. Будьте вдумчивы и рассудительны, ведь усердные усилия ведут к процветанию, а импульсивность погружает вас в невзгоды. Не все предопределено. Я даю вам возможность изменить течение в свою пользу. Ты плывешь без моего руководства, и опыт доказал мою мудрость. Однако время для исправления еще есть. Вы прислушались к моему совету, и я выбрал идеальное время.
Никогда не рано и не поздно, а именно тогда, когда это необходимо. Будьте воодушевлены приближением значительных и благоприятных возможностей, хотя они могут принести проблемы. Если ты доверяешь мне, тебе нечего бояться. Помните, что за каждой невзгодой скрывается глубокое благословение на пути. Благословенный сын, благословенная дочь, позвольте мне изменить ваши мысли, повлиять на вашу точку зрения и сформировать вашу жизнь. Превратите себя в сосуд моей силы, чтобы использовать вас для распространения через вас моего послания любви и понимания. Другие увидят мой мир и любовь, даже ваши противники станут свидетелями краха своих планов против вас. У меня есть сила добиться перемен. Любимый сын, любимая дочь, ты не один. Я не бросил тебя. Перестаньте зацикливаться на прошлом, потому что я не позволю вам отказаться от того, что я приготовил для вас. Сосредоточьтесь на хорошем и твердо держите свой путь. Тебя ждут твои благословения, и я полностью преобразил тебя. Не возвращайтесь туда, откуда вас взяли, ибо все позади. Теперь вы очищены и спасены. Вы больше не одиноки. Никогда не возвращайтесь в дни одиночества. Закрой глаза и почувствуй, как мой дух идет рядом с тобой. Теперь ты одолеешь любые невзгоды, потому что ты смелый. Вы сможете контролировать свои эмоции, избегая импульсивности. Сохраняйте мир среди бури и не теряйте веры, которую я вам вселил. Провозгласите мое слово миру, объявите, что я ваш Бог, и сообщите о чудесах, которые я совершил в вашей жизни, чтобы все вокруг вас знали меня как Бога любви. Медленный на гнев и полный милосердия. Я прощаю своих детей и не бросаю их, остаюсь верным во время испытаний, что и продемонстрировала на всем своем опыте. Моя любовь к тебе увеличивается с каждым мгновением, с каждым днем она растет еще больше, возможно, за пределами твоего понимания. Сейчас самое время. Иди вперед, сын мой, дочь моя, и не оглядывайся назад. Потому что я с тобой сегодня, завтра и навсегда. Аминь. Слушайте мой голос и не сомневайтесь в моем завете с вами. Верьте в меня изо всех сил и благословите. Я все твои усилия. Приходите сейчас и передайте мне бразды правления своей жизнью. Позволь мне быть с тобой, знай, что когда ты отдашься полностью, будь то несчастье, тяготы или заботы, я приму их с любовью. Ибо я не безразличен к вашим нуждам. Поймите, что я решение ваших проблем, спасение от всех ваших конфликтов и удовлетворение каждой из ваших потребностей. Доверьтесь мне из глубины своего существа, и я уверяю вас, что исполню желание вашего сердца. В комментариях напишите «Я доверяю Богу». Будьте полностью уверены, что то, что вы доверили мне с верой и без сомнения, я сделаю процветающим в вашей жизни. Ты получишь реку моей любви и океан мудрости. Я изолью на вас здоровье, силу, мужество и обильные благословения. Имейте веру и веруйте, ибо блаженны верующие, даже не видя. Найди утешение в моем присутствии, дорогой сын, дорогая дочь. Я понимаю, что даже когда эти слова доходят до вас,
может сохраняться чувство хрупкости, нерешительность в решении жизненных проблем. Я полностью осознаю, какую ответственность вы несете и как мир часто может давить на вашу душу. Бремя, которое вы несете, поистине огромно, и именно поэтому сегодня я предлагаю вам прибежище для вашего духа. Войдя в мои любящие объятия, освободи все, что нарушает твой покой, и позволь мне восстановить твои силы. Заботьтесь о тебе, оставайся в безопасности в моем присутствии и не открывай сомнений в моих обещаниях. Подчинитесь моей воле, доверьтесь мне полностью, и я решу все ваши проблемы. Окутайте себя там объятиями любви, даря покой и комфорт. Помните, что я горшечник, а вы глина, сосуд, который я хочу с любовью вылепить. Отдайся моим рукам, и я превращу тебя в творение, превосходящее твои самые смелые мечты. Я буду твоим прибежищем, заменив твою боль радостью. Моя любовь сотрет с твоего лица каждую тень печали, заменив ее лучезарной улыбкой, наполнив новой жизнью и счастьем. Глубоко в твоем выражении отразится моя радость, и мое удовлетворение будет полным. Помните, что я ваш утешитель, тот, кто поддерживает вашу жизнь и направляет вас каждый день. Возлюбленный мой, продолжай слушать мой голос, позволь моим словам проникнуть в твое существо, и я подарю тебе мудрость. Направляя вас по путям праведности, я буду вашим светом во тьме, светильником, освещающим ваши шаги и обеспечивающим вашу твердую походку. Поэтому, мой сын, моя дочь, доверьтесь мне, потому что, когда вы это сделаете, моя могучая рука будет работать в вашу пользу. Я создам путь там, где его, кажется, нет. Я открою двери и покрою тебя благодатью. Нет ничего недостижимого, если ты доверяешь мне. Приготовь свое сердце и никогда не переставай слушать мой голос, когда ты взываешь ко мне. Даже шепотом я услышу вашу мольбу и отвечу на ваши молитвы, ибо я ваш Бог, и вы мне дороги. Воззови ко мне, и я открою глубокие и скрытые истины, которые ты еще не открыл. Верьте, что то, о чем вы просите в молитве, веря, вы получите. Помни, что я всегда с тобой. Никакого вреда тебе не будет, ибо я избавлю тебя от врагов твоих и от всего, что тревожит твою жизнь. Если вы этому доверяете, покажите свою уверенность в комментариях, написав «Я доверяю тебе, мой Отец». Приди сейчас, передай свои тяготы и заботы, позволь мне очистить твое сердце, освободив тебя от сомнений и страхов. Беги в мои объятия, сын мой, дочь моя, и ты станешь свидетелем моей мощной работы в своей жизни. Ну же, передай мне престол своего сердца, я подарю тебе мудрость на всю жизнь. Слово мое будет светильником для ног твоих и светом на пути твоем. Вы увидите, что истина и проницательность сопровождают вас каждый день. Твоя жизнь никогда не будет прежней. Приди в мои объятия, моя дорогая, отдайся мне. Положите передо мной свое бремя, отпустите свои заботы и позвольте мне обо всем позаботиться. Я решу ваши проблемы, исцелю ваши болезни и обеспечу все ваши потребности. Я открою дверь в рай и залью благословение на вас и вашу семью, пока они не переполнятся. Я призываю вас стоять твердо и быть мужественными, не колебаться.
Помни, что я всегда с тобой. Я буду сопровождать тебя, куда бы тебя ни завела жизнь. Я твой приют и сила, неизменная поддержка в трудную минуту. Доверьтесь мне, и я никогда не разочарую и не брошу вас. Ибо я твой Бог, всемогущий, суверенный над всем, вездесущий, и я никогда не оставлю тебя. Как я был с Моисеем до фараона, так и я буду с вами во всех ваших начинаниях, навсегда до конца времен. Мой сын, моя дочь, знай, что в эти минуты я ближе к тебе, чем ты себе представляешь. Я иду рядом с тобой, я пребываю в твоих мыслях и сердце, ты никогда не остаешься один, ибо отныне я веду путь как грозная сила, следя за тем, чтобы ничто и никто не причинил тебе вреда. Моя любовь к тебе, мой сын, моя дочь, бесконечна и драгоценна. Ты мое дорогое сокровище, радость моего сердца. Сегодня я дарю вам покой и освобождение духа. Отныне моя доброта и милосердие будут сопровождать тебя всю твою жизнь, и в моем вечном доме ты навеки обретешь свой дом. Продолжайте искать меня в молитве, поскольку я внимательно слушаю планы, которые у меня есть для вас, наполненные надеждой и обильными благословениями. Возлюбленный сын, любимая дочь, сегодня я хочу раскрыть изобилие благословений, которые я приготовил для тебя с момента твоего создания. Ты – проявление моей любви и благодати, и все существующее было создано, чтобы питать и обеспечивать тебя. Будьте уверены, что я исполню все ваши мечты, все ваши прошения. Никакие препятствия или трудности не остановят благословений, которые я имею для вашей жизни. Все, что я делаю, наполнено целью, поэтому приготовьтесь к тому, что вы собираетесь получить. Это не простое совпадение, а свидетельство моей любви и доброжелательности к вам. С этого момента ваша печаль рассеется, и боли больше не будет в вашей жизни. Сегодняшний день знаменует собой новое начало, когда я выполню все данные тебе обещания, исполню все твои желания, сделав тебя процветающим и торжествующим. Эти благословения, которые ставят вас на передний план успеха, не являются простыми совпадениями, они являются плодами вашей преданности и приверженности моим учениям. Я признаю, что путешествие не всегда было легким, были времена, когда вы отклонялись от моего слова, чувствуя себя потерянными и потерявшими направление. Но как только рассветет, каждое утро, ожидающее вас слава победит прошлые трудности. Ваши благословения будут безмерно умножены, ваши добрые дела по отношению к тем, кому повезло меньше, ваша забота о больных и нуждающихся, все это будет записано. Ничего из того, что ты сделал, не было напрасно. Если это сообщение вам как-то резонирует, покажите это в комментариях, написав «Мне это нужно». Ты победишь, сын мой, дочь моя, достигнув своих целей во всех своих начинаниях. Ваши стремления и мечты сбудутся, несмотря на невзгоды. Ничто не остановит ваш прогресс, так как я помогу вам достичь всего, чего вы хотите. Я обильно изолью на тебя свои благословения, как того и желал со дня твоего сотворения. Я не только умножу твои материальные блага, но и продлю годы твоей жизни за каждый час, который ты служил от всего сердца. Не только себя, но и других, не ожидая ничего взамен.
Все, что вы сделали с любовью, без оговорок и без условий, для бедных и нуждающихся, будет вознаграждено. Умножь, сын мой, дочь моя. Я хочу, чтобы вы знали, что я обновляю ваш дух, ваше мужество и энтузиазм к жизни. Я возвращаю вам все, что враг и этот мир пытались украсть у вас, ибо все дары и благословения, находящиеся в духовной сфере, уже ваши. Поэтому встаньте сейчас, просыпайтесь каждое утро и ставьте меня на первое место во всем, что вы предпринимаете. Посвятите мне первые минуты своего дня. Выходите с верой и решимостью, чтобы насладиться благословениями, которые раскрываются перед вашими глазами. Держите их крепче, ибо я дарую их вам из-за вашей преданности и любви ко мне. Двигайся вперед, сын мой, дочь моя, и не сомневайся. Делайте уверенные и твердые шаги на пути к успеху и процветанию. Помни, что я буду с тобой, поддерживая тебя в своих руках. Двигайтесь вперед, не теряя своего сердца. Изгоните сомнения и страх из своего разума. Никто не сможет себя опозорить. Я уберу с вашего пути ваших противников, тех, кто яростно протестует, наблюдая за моими благословениями и процветанием для вас. Тех, кто без угрызений совести выдумывает ложь, я искореню из твоей жизни тех, кто восстал против тебя, ибо они также восстали против крови, искупившей их. Поскольку они не раскаиваются в своих злодеяниях, они становятся моими противниками. Мой сын, моя дочь, держитесь подальше от этих злонамеренных личностей. Удали себя от всех, кто выдумывает клевету на своих братьев. Они окружают языком и унижают взглядом, губят невинные семьи, топчут избранную пшеницу и помогают расти плевелам. Они изображают свои извращения как добродетельное учение, подобно волкам в овечьей шкуре. Держитесь подальше от них, ибо они получат должное возмездие за свое зло. Продолжайте двигаться вперед, не прервайте свой путь веры. Стойте твердо в моем слове и слушайте мой голос. Прислушайтесь к моему совету, и я уверяю вас, что у вас все будет хорошо. Если вам нужно услышать мой голос внутри своей души, есть мое письменное слово. Откройте ее страницы, пройдитесь по ним с верой и любовью, сохраните их в своем уме, врежьте их в свое сердце с надеждой, верьте в них со страстью и повинуйтесь им с преданностью. Тогда ваше сердце будет прыгать от радости, ваш дух возрадуется, поскольку они наполнят вас верой и уверенностью в достижении всего, что вы намеревались сделать. Ибо внутри них великие блага и жизнь вечная. Прими это слово, сын мой, дочь моя, и сохрани его в своем сердце, ибо я дам тебе все, о чем ты мечтал, все, что ты просил у меня. Никакое препятствие или проблема не помешает моим благословениям в вашей жизни, потому что я люблю вас, и моя воля всегда будет благословлять вас и преуспевать во всем. Если ты тоже любишь меня, драгоценный сын, драгоценная дочь, пожалуйста, покажи свою любовь в комментариях, написав «Я люблю тебя, Господь». Ты не в руках твоих врагов, ты в моих руках. Представь передо мной все твое бремя, все твои несчастья. Отдайте в мои руки все, что, по вашему мнению, потеряно. Все эти ситуации и тупики, все у меня под ногами,
и я обещаю, что решу это. Ибо даже если враги твои кричат, что ты не можешь, что ты погиб, я говорю тебе сегодня, что ты можешь, что я не позволю тебе пропасть. Я свет, освещающий твой путь, я протяну руки, чтобы поднять тебя из бездны и окутать своей божественной благодатью и любовью. Просто верь в меня, потому что даже когда твои силы иссякнут, я поддержу тебя. Просто поверь мне, я обещаю, что помогу тебе преодолеть препятствия, которые стоят перед тобой. Наблюдайте, как трансформируются сложные ситуации и открываются пути для движения вперед, шаг за шагом. В минуты слабости, в моменты, когда твои силы иссякают, я буду твоей силой. Посреди бури я буду твоим спокойствием, а в минуты сомнений я буду уверенностью, наполняющей твое сердце. Вперед, сын мой, дочь моя, вперед! Продолжайте с убеждением, что моя любовь сопровождает вас на каждом вашем шаге. Я буду рядом с вами, ободряя вас, поддерживая вас и направляя вас к судьбе, которая вас ждет. Тебе просто нужно верить в меня, и я обещаю, что никогда не оставлю тебя одного. Продолжайте знать, что моя любовь к вам вечна, и что я буду рядом, чтобы поднять вас, когда вы упадете, осветить ваш путь, когда темно, и нести вас на руках, когда вы больше не сможете двигаться вперед. Прошлое позади, сегодня для тебя новый день. Пришло время поднять взгляд и расширить свой кругозор. Пришло время принимать решения, которые определят вашу судьбу. Используйте свою веру и смотрите в будущее. Не оглядывайтесь назад и не сожалейте о прошлых ошибках. Необходимо, чтобы вы не держались за то, чего уже быть не может. Простите, забудьте обиды, оставьте старые обиды позади и не позволяйте нехватке прощения сделать вас пленником боли. Наполнитесь терпением и любовью. Не позволяйте словам тех, кто вас осуждает, определять вас. Помните, что я знаю вас. Ничто из того, что мир говорит о вас, не превосходит моего слова, ибо я объявил вас чистыми и непорочными. Во мне ты сильный и больше, чем победитель. Не позволяйте ограниченному мнению препятствовать вашему прогрессу. Двигайтесь вперед с уверенностью, что моя любовь сопровождает вас на каждом шагу, и что каждый опыт, каждый вызов формирует внутри вас что-то великолепное. Потому что цель, которую я имею в твоей жизни, уникальна и необычна. Поэтому, мой дорогой сын, моя любимая дочь, я еще раз говорю тебе, ты не один, ты не одинок. Ты в моих руках, и сегодня я прихожу помочь тебе подняться на эту гору, разрушить твердыни. Я подарю тебе силы преодолеть трудности, встающие на твоем пути. Мои руки будут твоей поддержкой на каждом шагу, и мое присутствие будет освещать твой путь среди тьмы. Не бойтесь неизвестного, потому что, хотя оно может показаться пропастью, я буду рядом, чтобы удержать вас и помочь летать. Мои руки не только поддержат тебя, но и поднимут к новым горизонтам, к возможностям, еще не виденным, но вот-вот наступившим. Проявите себя и благословите свою жизнь. Просто продолжайте двигаться вперед и не сдавайтесь. Не позволяйте этой ситуации украсть ваши мечты. Помните, что никто не достигнет земли обетованной, не пройдя сначала пустыню испытаний.
Я буду защитным облаком в дневной зной и буду твоим огненным столпом в холодную ночь. Доверьтесь своей вере и доверьтесь мне, ибо я благословлю вас удивительным и обильным образом. Двигайтесь вперед с уверенностью, что мое присутствие будет сопровождать вас на каждом вашем шагу. Не колеблетесь, столкнувшись с, казалось бы, непреодолимыми трудностями. Помните, что сила, которая находится внутри вас, превосходит ваше воображение. Даже когда путь кажется трудным и трудным, когда груз кажется тяжелым и свирепая буря, не забывайте, что вы никогда не одиноки, вы никогда не будете одиноки. Моя любовь и руководство всегда будут рядом с вами, воодушевляя вас и укрепляя вашу решимость. Возлюбленный сын, драгоценная дочь, с этого дня я хочу, чтобы ты осознал, что каждый твой шаг, каждый вызов, с которым ты сталкиваешься, будет возможностью для роста и обучения. Поэтому не бойтесь совершать ошибки. Верьте, что моя мудрость поможет вам достичь поставленных целей и стать тем человеком, которым вам суждено быть. Всегда помните, какими бы грандиозными ни были ваши мечты, я рядом с вами, чтобы помочь вам воплотить их в жизнь. Не сдавайтесь, продолжайте решительно. Пока ты остаешься во мне, ты можешь осуществить все, что я решил. Верь, сын мой, дочь моя. Не волнуйтесь, светлые дни не за горами. Близко время, когда вы вернете сокровища, которые, как вам казалось, вы потеряли. Свидетельствуйте силу вашего Бога, для которого нет ничего невозможного. Твоя судьба в моих руках. Я способствовал его росту в самых неожиданных местах, где дефицит и нужда являются обычным явлением и где многие потеряли надежду. Однако ты, мой дорогой сын, моя дорогая дочь, именно в этом месте откроешь свою внутреннюю силу, твои некогда дремлющие мечты пробудятся и расцветут. Я превратил каждое несчастье, запланированное против вас, в катализатор вашего роста. Сегодняшние испытания превратятся в свидетельство триумфа. Ждите чуда, которое уже в пути. Ваши молитвы не остались без внимания. То, что я планирую дать вам, превосходит все ваши просьбы. Верьте, потому что я собираюсь благословить вас за пределами вашего воображения. Верь в меня. В минуты отчаяния, когда слезы затмевают твой взгляд, знай, что я рядом, окружая тебя теплом своей любви. Подобно нежному ветру, успокаивающему бурю, мое присутствие приносит спокойствие в твое обеспокоенное сердце. Не бойтесь плакать предо мною, ибо слезы подобны драгоценным жемчужинам, омывающим душу. С каждой упавшей каплей я готов вытереть ваше лицо и возродить вашу надежду. Помни, дорогой сынок, любимая дочь, что тебя любят безмерно, независимо от обстоятельств. Моя любовь безусловна, и мое милосердие бесконечно. Как любящий отец, я наблюдаю за каждым твоим шагом, направляя тебя божественной мудростью. Каждый ваш выбор формирует ваше путешествие, и я здесь мастерски плету нити судьбы. Не стоит недооценивать цель каждой задачи, потому что, на мой взгляд, даже самые, казалось бы, непреодолимые трудности превращаются в возможности для роста. Подобно тому, как гончар лепит глину, я леплю в вас неповторимый шедевр. Доверьтесь процессу,
потому что результат будет чем-то необыкновенным, отражающим мою безмерную милость и любовь. Когда вы идете по темным долинам неопределенности, не позволяйте страху овладеть вашим сердцем. Помните, что даже в самой глубокой тьме мой свет ярко сияет. Я маяк, который направляет ваши шаги, свет, рассеивающий тьму вокруг вас. Окутанный моей любовью, ты не один. На каждом шагу я рядом с вами, предлагая безопасность и комфорт. Доверься мне, ведь я тот, кто превращает тьму в свет, печаль в радость и поражение в победу. В тишине своего сердца ты услышишь нежную мелодию моего голоса. Я Бог, который шепчет вам на ухо слова утешения, укрепляя вас, когда вы чувствуете слабость. Не бойтесь жизненных бурь, потому что со мной вы найдете безопасное убежище. Как пастырь, который заботится о своих овцах, я всегда внимателен к вашей заботе. Следуйте за мной уверенно, ибо на зеленых полях моей благодати вы найдете покой для своей уставшей души. Осознайте, что вера – это больше, чем простое убеждение, это путешествие доверия и капитуляции. Возложив свое бремя к моим ногам, вы не только облегчите свое бремя, но и укрепите нашу связь. Я Бог, который понимает каждый вздох и знает каждую мысль. В своей уязвимости ты находишь мою силу. Поверьте мне, потому что даже когда дорога кажется крутой, я надежная опора, поддерживающая ваши шаги. Созерцая звездное небо, помните, что я создал звезды, которые сияют вверху, пересчитывая каждый волосок на вашей голове. Я знаю, когда ты чувствуешь себя потерянным в огромной вселенной жизни, но для меня ты – драгоценный камень, уникальный и незаменимый. Не позволяй сомнению затмить твою истинную сущность во мне. Примите уверенность в том, что вас любят вечной любовью, более глубокой, чем необъятность космоса. Каждый день я предлагаю вам дар обновления. Как воды, омывающей землю, так и благодать моя постоянно изливается на тебя. Позвольте источнику жизни течь внутри вас, очищая каждый уголок вашей души. Подобно растению, склоняющемуся к солнечному свету, позвольте моему присутствию питать ваше существо, принося жизненную силу и рост. С каждым вздохом ты получаешь возможность начать все сначала, зная, что моя любовь неисчерпаема. Поэтому идите вперед с уверенностью в путешествие, которое я приготовил для вас. Столкнувшись с бурными ветрами жизни, помните, что я твердая скала, на которой вы можете укрепить свою веру. Продолжайте двигаться вперед, ведь каждый шаг – это выражение вашего доверия ко мне. Я знаю, что ты способен победить, потому что в тебе моя сила. В каждом вызове я вижу возможность вырасти и проявить свою славу. Я с тобой от начала и до конца, с любовью веду тебя и поддерживаю своей могучей рукой. Вперед, мой возлюбленный сын, моя драгоценная дочь, ибо твой путь отмечен моей обильной милостью. Даже когда путь кажется неопределенным, как бы низко вы ни упали, моя рука будет рядом, чтобы поднять вас. Иногда может показаться, что я молчу, но я всегда присутствую. Я буду поддерживать тебя, пока ты не добьешься победы. Мое время всегда идеально подходит для вас. Используйте возможности,
которые я предоставляю, когда призываю вас ходить. Шагни вперед, когда я позову тебя подняться. Стойте прямо, когда я объявлю вас победителем и торжествующим. Откройте свое сердце моему воззванию и освободите бремя прошлых ошибок и грехов. Прошлое позади. Вот я полностью преобразил вашу жизнь. Вы новое творение. Ваше будущее в безопасности под моей опекой. В моем присутствии ты в безопасности. Итак, я отправляю его снова без страха. Исповедуйте свою веру в меня с убеждением. Сегодня позвольте нам поговорить. Я желаю вам освободиться от всех забот. Я пошлю бремя, которое тяготит твою уставшую душу. Я очень хочу увидеть трансформацию в вашей жизни, чтобы ваш дух обновился и счастье стало вашей реальностью, а не просто далеким воспоминанием. Вот почему я здесь, чтобы поговорить с вами, отвечая на ваш призыв о помощи, признавая вашу потребность в моем руководстве. Я желаю, чтобы ваша вера продолжала расти, чтобы вы сохраняли уверенность. То, что вы считаете трудным и невозможным, я могу осуществить. На самом деле, в прошлое нельзя вернуться, его нужно принять. Ваша жизнь существует здесь и сейчас. Счастье нельзя найти в прошлом. Воздержитесь от подчинения тем эгоистичным людям, которые пытались отобрать вас у меня, наполняя ваш разум ложью и неправдой, мешая вашему успеху и заставляя вас поверить в то, что вы бесполезны. Простите тех, кто причинил вам вред, не держите обиду. Ваша битва не против плоти и крови. Воздержитесь от грубых или жестоких действий по отношению к кому-либо. Ваша истинная битва происходит в сверхъестественном мире, где духовные битвы являются реальностью. Там противник пытается украсть вашу душу, расставляя ловушки, чтобы сбить вас с толку, когда вы отвлечетесь. Но моя воля состоит в том, чтобы вы повиновались мне, укрепляли себя, чтобы противостоять злу, преклоняли колени с верой в своем тайном убежище, закрывали свои двери с моим словом перед вами и молились в тишине. Будьте сильными во мне, примите мою силу и наденьте мои доспехи, чтобы вы могли противостоять всему, что встречается на вашем пути, стоя твердо. Окутайте себя силой моей любви, окутайте себя истиной моего прощения, приготовьте свои ноги к битве и поднимите щит веры, чтобы защитить себя от стрел страха, атакующих вас. Берегите свои мысли с уверенностью, что я с вами и защищу вас от врагов ваших. Пусть мое слово станет мечом, который остановит угрозы тех, кто пытается украсть ваш мир и радость. Продолжайте молиться, будьте настойчивы во всех случаях, как хороших, так и плохих. Сегодня я открою тебе могущественную тайну. Ты мой победоносный воин, достойный моей любви. Двигайтесь вперед с верой, ибо я буду творить чудеса внутри вас и вашей семьи. Я уверен, что теперь вы понимаете суть дела. То, что мы с вами знаем, находится в безопасности в моих руках, и вскоре все будет улажено. Скажи мне, что ты мне веришь. Желаю вам остаться в моих обещаниях. Если ты чувствуешь необходимость доверять кому-то, если ты несешь в своем сердце бремя и тайну, которая тебя тяготит, поделись ею со мной.
Я не буду осуждать его слова и не буду его осуждать. То, что ты мне откроешь, останется запечатанным. Я пролил свою кровь ради твоего прощения. Я хочу избавить вас от переживаний, стресса и страха. Я часто говорил с вами, призывая вас сохранять спокойствие и уверенность. Если вы позволите тревогам доминировать в ваших мыслях, это повлияет не только на ваше благополучие, но и на благополучие вашей семьи. Принятие плохих новостей ослабляет вашу веру и уверенность, открывая дверь к поражению и отчаянию. Знай, что я не сержусь на тебя. Я не посылаю вам наказание. Возможно, вам предстоит столкнуться со многими трудностями, но ради вашего блага и из любви к вам я превращу все невзгоды в благословение. Так что не бойтесь, приходите и поговорите со мной. Я хочу раскрыть вам свои планы, направить вас и передать мудрость, чтобы вы могли мудро выбирать свой путь. На данном этапе вашей жизни вы не можете позволить себе терять время. Вы должны дистанцироваться от негативного влияния тех, кто стремится подорвать вашу веру. Оставьте их мне, я с ними разберусь. Я могу тронуть их сердце, я знаю, что делать. Ваша концентрация должна быть на дороге впереди. Посвящайте время моему слову каждый день. Будьте бдительны в своих действиях и внимательны к своим словам. Будьте осторожны, делясь своими самыми сокровенными секретами и слабостями. Поверьте, что я приведу в вашу жизнь людей, достойных вашего доверия, людей, которые поверят в вас и поддержат вас. У меня есть сила облегчить ваше бремя. Во мне твоя душа найдет исцеление для всего, что ты доверишь моей заботе. Я буду лично наблюдать за этим, обещаю тебе, моя непоколебимая любовь, и исцелю и поддержу тебя. Я слежу за вами, удовлетворяя ваши потребности и обеспечивая комфорт. Поэтому не бойтесь ничего и никого. Моя сила дает тебе силу, моя сила укрепляет тебя, и моя рука защищает тебя. Это всегда было правдой. Даже в те моменты, когда вы чувствовали себя потерянными и подавленными проблемами. Посмотрите, где вы сейчас находитесь, читаете ли вы или слышите эти слова. Это свидетельство вашей веры и вашего стремления к успешной и радостной жизни. Не допускайте мысли, что вы недостойны. Не обращайте внимания на пустые сомнения и ложные обвинения. Ты мой любимый сын, моя любимая дочь, открывшая мне свое сердце. Ты ищешь меня и любишь меня каждый день, и я избрал тебя наследником всего чистого, прекрасного, хорошего и доброго. Ваши мечты, основанные на истине и добродетели, будут реализованы. Двигайтесь вперед с непоколебимой верой в свои достижения и искренне работайте над достижением своих целей. Никогда не поздно, и ты никогда не слишком стар. Если вы чувствуете себя неподготовленным, не волнуйтесь. Я здесь, чтобы укрепить и вооружить тех, кто желает. Я призываю желающих подойти ближе и преданно служить мне. Вы находитесь в этом мире, чтобы совершать значимые дела, независимо от прошлых ошибок или неудач. Эта вера коренится в вашей вере в мою смерть и воскресение.
Я прощаю ваши грехи и предлагаю вам новый шанс подняться и восстановиться. Я сделаю тебя лидером в твоей семье, источником благословений. Я заставлю замолчать тех, кто не уважает вас, и публично подтвержу вашу ценность. И моя любовь к тебе. Не обращайте внимания на тех, кто умаляет вашу ценность. Я твой всемогущий Бог, твой Спаситель и Искупитель, благословляющий тебя благосклонностью и милостью. Я наполняю твою уставшую душу своим живым духом и буду продолжать демонстрировать свою огромную любовь к тебе с каждым твоим вздохом. Верьте в меня и примите мою любовь безоговорочно, ибо от этой веры зависит ваше вечное счастье и все ваши блага. Продолжайте выражать свою любовь и доверие ко мне. Знай, что я всегда с тобой и в хорошие, и в плохие времена. Я успокою твои беспокойные ночи, тревожные заботами. Я буду работать через тех, кто вас окружает, чтобы принести благословение в вашу жизнь. Держитесь моих слов, они ваша гарантия. Я открою для тебя неожиданные пути, готовя больше чудес и сюрпризов, чем ты можешь себе представить. Ваши самые сокровенные желания могут быть исполнены, потому что моя сила не знает границ. Я расчищу твой путь и поддержу тебя в твоей борьбе. Будьте смелыми, не позволяйте страху или сомнению поселиться в вашем уме. Я даровал тебе свою любовь, я укрепил тебя и наделил тебя характером воина. Своим духом я помазал тебя, и когда ты возьмешь в руки меч моего слова, я хочу, чтобы ты продолжал сражаться. Нет болезни, которая заставила бы вас бежать, нет финансовой проблемы, которая могла бы вас пугать. Ничто не должно остановить тебя, когда ты поверишь в меня. Наслаждайся тем, что помогаешь мне каждый день, ищешь способы укрепить и утешить тебя. Я показываю вам способ видеть своими духовными глазами. Я держу твою судьбу в своих руках. Когда ты окажешься окруженным бедой, помни мои обещания и не бойся. Когда плохие новости постучатся в вашу дверь, помните, что вы не одиноки, потому что у вас есть Небесный Отец, который любит вас. Подумайте, чего вы можете достичь, если решите верить и доверять. Держитесь подальше от пессимистов, наслаждающихся негативными мыслями, от тех, кто считает, что любая проблема непреодолима. Окружите себя добросердечными людьми, которые поддерживают и ободряют вас. Выразите благодарность и продолжайте идти, мечтать и верить. Многие мощные чудеса будут продолжать происходить. Наполни свое сердце смирением и позволь мне позаботиться о тебе. Позволь мне обнять тебя и показать, как сильно я тебя люблю. Каждый день вы будете достигать огромных высот, мест, о которых даже не догадывались, и полетите на величественные высоты, о которых даже не догадывались. Я с тобой. Ничто не может остановить это. Если враг противостоит вам, помните, что у вас есть ваша вера и у вас есть я. Я знаю, что делаю и куда веду тебя. Держи меня за руку, прими мои планы и будь спокоен. Позвольте мне избавить вашу душу от тоски, ибо она не должна там оставаться. Я несу тебя на руках, идя сквозь огонь и бури. Вы не будете сожжены. Вы больше не будете страдать.
Мы пересечем океан ваших трудностей, даже если столкнемся с бурными морями, кажущимися огромными и грозными. Я с тобой. Отпустите свои страхи и подумайте о благословениях, которые ждут вас в пункте назначения. Верьте в тех, кто любит и защищает вас. Сохраняйте чувство уверенности и надежды. Темные тучи могут попытаться скрыть от вас солнце вашей свободы и отвратить вас от света, который озарит вас, но небеса и земля мои, и мое творение подчиняется моему голосу. Я дую новые ветры восстановления, угрозы бури отступили. Солнечные лучи освещают ваше окно, открывая перед вами прекрасный пейзаж. Радуйтесь, ибо пришло время улыбаться. Вы увидите, как ваша семья вернется, те, кто ушел, те, кто не понял, передумают, а тем, кто ушел в смятение, я подарю им новую жизнь. Каждому, кто отворачивается от своих кривых путей и ставит меня в центр своего сердца, я вызываю изменения вокруг вас, некоторые из которых вы, возможно, даже не замечаете, но люди наблюдают за вами. Многие будут завидовать, а другие будут восхищаться и выражать свое восхищение. Внутри вас происходит что-то глубокое. Вы кажетесь активным и довольным, и они попросят вас поделиться своим секретом. И ты скажешь им, что я Господь, автор и создатель вашей веры и спасения, единственный податель благ. Ибо в своих руках я держу силу воскресения, имя мое Иисус, и это мое святое и могучее имя. Закройте сейчас глаза, преклоните колени, где бы вы ни находились, и молитесь. Примите мое благословение в свое сердце и взывайте со всей верой и силой: Христос жив. Поднимитесь и продолжайте идти с уверенностью в своей воле. Мое прощение реально, и когда твое сердце очистится моей могущественной кровью, двери вечности откроются. Празднуйте с радостью, ибо это день вашей сверхъестественной победы. Вы победите гигантов и одержите победу во всех своих начинаниях. Своим могучим именем я должен вас предупредить, приближается ваш долгожданный момент. Ваше ожидание подойдет к концу, ваша цель, ваше желание, ваши благословения сбудутся в этот самый момент. Приготовьте свое сердце, ибо счастье может быть ошеломляющим, а его удивление настолько огромным, что вы можете усомниться, заслуживаете ли вы всего, что я хочу вам даровать. Я еще раз обращаюсь к вашей душе, нежно, с терпением и любовью умоляя обновить ваши мысли. Я знаю, ты не можешь сделать это ради своими силами, но я помогу тебе в том, чего ты не можешь. Однако вы должны подняться в вере. Возьмите свою Библию. Начните читать ежедневно. Ищите компанию тех, кто вдохновляет вас верить, тех, кто говорит слова ободрения и помогает вам расти. Я недалеко от твоего сердца, я рядом с твоей кроватью. Ты можешь вставать на колени каждое утро или просто закрыть глаза дома и поговорить со мной. Расскажите мне о своих чувствах и мыслях. Каковы ваши причины жить? Всегда будьте благодарны. Определите вещи и людей, которые заставляют вас чувствовать себя счастливыми. Запишите мое слово и поместите его перед вашими глазами в коротких стихах,
которые вы сможете читать и запоминать не бездумно, а размышлять над ними в своей душе, чтобы понять мою любовь и силу и научиться иметь веру. Поверьте, что я искренне люблю вас, что хочу благословить вас, что у меня есть прекрасный и совершенный план для вас и вашей семьи. Настал день, когда вы получите то, чего так долго ждали. Вам больше не нужно будет плакать или терпеть тоску. Не будет недостатка в вашем доме, во всех сферах вашей жизни. Будет мир и изобилие. Я хочу заключить с тобой договор. Я хочу, чтобы вы приходили и слушали меня каждое утро, чтобы принять в свое сердце это слово, которое обеспечит стабильность и мир. Обновить ваш образ мыслей с этого момента, поскольку мой визит к вам домой неизбежен. До конца этого года я наполню вас и вашу семью гармонией, любовью, нежностью и счастьем. Я тебя люблю. Я хочу, чтобы ты сказал мне, что веришь в меня, что ты победишь, и все увидят, что я с тобой. Ваше благословение уже в пути, и ничто его не остановит. Вы скоро получите ответ, ваши потребности будут удовлетворены, ваше здоровье восстановится, и тот любимый человек, которого вы любите, я вам говорю, вернется в вашу жизнь. Будьте смелыми, пусть ваша радость начнется сегодня. Вскоре вас начнут искать люди и родственники. Я хочу, чтобы они увидели ваше радостное и помолодевшее лицо. Я хочу, чтобы ваша улыбка удивила их и чтобы они собственными глазами увидели чудесное благословение, которое я собираюсь даровать вам. Слово было сказано, изобилие объявлено. Я не вру, и что обещаю, то и выполню. Всегда помните об этом, чтобы ваш разум не заполнялся тревогой и беспокойством. Я сам положу конец твоим страданиям, твое время пришло. На горизонте дни счастья и приятных мгновений, берегите их, сын мой, дочь моя, и не бойтесь. Не плачь, не отчаивайся. Поверьте мне, потому что я ваш Бог, говорящий с вами сегодня. Верь в свою душу, я слышу твою мольбу. Я чувствую биение твоего смиренного сердца. Твоя молитва звучит от моего престола, и двери моей благодати открываются. Я изливаю на вас свое благословение и благосклонность. Мое присутствие обитает с теми, у кого простое сердце, со смиренными сердцами, со всеми, кто искренне и горячо призывает мое имя. Всегда помните, что вы можете доверять моей силе и верности. Я никогда не оставлю тебя и не забуду тебя. Проходят годы, и если на тебя нападают враги и неприятности, когда ты чувствуешь себя слабым, нуждающимся и больным, я всегда с тобой. Я постоянно это повторяю, чтобы вы не забывали. Я очень хочу, чтобы ты забирал меня каждый день. Запомни мои слова. У меня есть сила освободить тебя, и если я говорю это каждый день, то потому, что действительно намерен это сделать. Я хочу, чтобы вы были полны веры. Ложитесь спать со спокойной душой и хорошо отдохните, просыпаясь утром с волнением в душе и уверенностью, что мое обещание нерушимо. Я никогда не оставлю тебя, я не говорю лжи. Я люблю его вечно. Я благословлю это так, как было, как есть и как будет.
Скажи мне сейчас, ты веришь в это? Я жажду увидеть в твоих словах твою силу и твое счастье. Проявляйте больше терпения к себе, ибо я люблю вас и понимаю. Я простил его и готов помочь. Перестаньте сомневаться в своей ценности. Ты моя. Я пришел не для того, чтобы уплатить ваши долги по вашим преступлениям. Все ваши ошибки уже стерты и очищены. Ты стоишь передо мной чистый, как снег. Моя праведность сияет на твоем лице. Несмотря на то, что поверить в это может быть трудно, вы приняли безрассудное решение, потому что волновались. Все пошло не так, и вы были расстроены. Не бойтесь, я понимаю, и я пришел не для того, чтобы наказать вас или отказать вам в моей любви. Перестаньте винить себя за события, происходящие в вашей жизни. Я знаю, что вы сталкивались с трудностями и иногда боитесь повторить ошибки прошлого, увековечивая тем самым свои страдания. Однако ты должен научиться находить утешение, чувствовать мою руку, всегда держать меня за руку, потому что я присматриваю за тобой день и ночь. Я твой защитник, я буду направлять твои шаги, чтобы ты не споткнулся, но ты должен обрести спокойствие, научиться владеть своей верой, какой бы маленькой она ни была. Ваша вера подобна крошечному семени, из которого прорастут великие чудеса. Воздержитесь от такой строгости к себе. Вы уже многому научились на своих ошибках, и ваше мышление развивается. Вы становитесь мудрее. Примите величайший дар, который никто в этом мире не сможет вам дать, кроме меня. Это мое прощение, завернутое в мою любовь, заплаченное великой жертвой. Будьте уверены, что теперь вы очистились, и я хочу, чтобы вы чувствовали себя легко. Прекратите самобичевание по поводу прошлых событий и упущенных возможностей. У меня есть для тебя кое-что получше, но ты должен мне поверить. Подтвердите свое принятие моей любви и прощения и обязуйтесь слушать мое слово ежедневно. Ваше будущее не будет зеркальным отражением вашего прошлого. Я позабочусь о том, чтобы вы не пережили вновь ту боль, которая вас мучила и продолжает мучить. Пришло время залечить эти раны, которые все еще кровоточат в вашем сердце. Вы оставите прошлое позади, сохранив только те уроки, которые вы усвоили. Никогда не регрессируйте. Поверь мне, с сегодняшнего дня я поведу тебя по лучшему пути, всегда оставаясь здесь. Вы можете поговорить со мной и доверять мне. Свои мысли и чувства ты можешь излить и пролить слезы на моем плече, когда твои силы ослабнут. Я умоляю вас не доверять свои секреты лживым людям, которые поначалу могут исповедовать любовь, но в конечном итоге предают ваше доверие и раскрывают ваши дела миру. Я прошу тебя, мой дорогой сын, моя дорогая дочь, опирайся на мое учение, добивайся моего присутствия и следуй той цели, для которой ты был избран. Мое присутствие всегда будет рядом с тобой, утешая. Вас ждет новая жизнь, наполненная счастьем, рассеивающая печаль и слезы. Когда слезы текут из твоих глаз. Отныне это будут слезы радости, поскольку вы станете свидетелями исполнения моего обещания. Доверься мне, будь в безопасности в моих объятиях,
ибо сейчас ты в безопасном святилище. Вам не причинят никакого вреда. Тем, кто попытается причинить вам вред, придется иметь дело со мной. В прошлом я вел вас через самые трудные испытания, вытаскивая вас из пасти, казалось бы, невыполнимых задач. Не теряйте веру в самые трудные моменты. Я не оставлю тебя, особенно сейчас, когда победа вот-вот будет одержана. Моя любовь к тебе бесконечна. Ваши противники не смогут вас коснуться. Ловушки, которые они вам расставили, станут вашей собственной погибелью. Я постоянно наблюдаю за ним, охраняя каждое его движение, его сон и его пробуждение. Мои ангелы окружают вас, размахивая огненными мечами, чтобы защитить вашу жизнь и целостность. Я даю тебе возможность преодолеть все опасности. Змеи и скорпионы не будут представлять никакой угрозы, поскольку не будут править вами. Ищите моего руководства и слов сейчас. Пришло время ежедневно поститься и преклонять колени передо мной, прося моего благословения, чтобы меня окутали защитными объятиями моей безопасности. Я вмешиваюсь в жизнь тех, кто противостоит вам, заставляя их испытывать раскаяние и отговаривая их от причинения вам вреда снова. Они поймут, что глумиться над моим святым именем не пустячное дело, и поймут серьезность веры. Вы увидите, что ваша вера в меня символизирует силу, честь, честность и истину. Многие, в том числе и вы, начнут более серьезно размышлять о своей духовной жизни, идя по этому пути. Делайте это смиренно, глядя на небо. Не беспокойтесь о тех, кто пытался вас унизить. Я держу тебя в своих руках, гарантируя, что ты не споткнешься и не упадешь на препятствия, стоящие на твоем пути. Стойте твердо и не бойтесь угроз или насмешек со стороны других, поскольку обращение к ним внимания может непреднамеренно вызвать страх, и они могут почувствовать в вас уязвимость. Они попытаются свергнуть вас, но их усилия будут тщетны, поскольку им придется встретиться со мной лицом к лицу и оказаться трусами, когда их злонамеренные намерения будут освещены моим славным светом. Оставайтесь твердыми в своей вере, приверженными честности и истине, потому что победа уже за вами. Живите спокойно, зная, что никакое зло и злоба не смогут приблизиться к вам или вашей семье. Продолжайте свою жизнь в полном мире, не беспокоясь больше об этих людях. Крепко держись моей любви, и зло не приблизится к тебе. Встречайте этот день с радостью и оставьте все свои заботы в моих руках. Мой легион светлых ангелов будет сопровождать тебя, куда бы ты ни пошел, и моя любовь к тебе никогда не перестанет проявляться. Если ты действительно веришь в это, драгоценный сын, драгоценная дочь, напиши в комментариях: «Теперь я верю в это, дорогой сын, дорогая дочь». Я приглашаю вас помолиться вместе со мной «Отче наш» молитвой, которую я оставил вам, с сердцем, полным веры и нерушимой преданности. Повторяйте за мной вслух или мысленно. Отец наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, царство Твое придет к нам, да будет воля Твоя и на земле, и на небе. Дай нам на сей день хлеб наш насущный, прости нам преступления наши, как и мы прощаем согрешившим против нас, не введи нас в искушение,
но избавь нас от зла. Аминь. Отпразднуйте молитву, которой я научил человечество, поставив лайк видео и оставив искреннее «Аминь» в комментариях ниже. Ах, мой благословенный сын, моя благословенная дочь, как хорошо провести несколько минут в единении и общении с тобой. Я убежден, что теперь ты чувствуешь себя лучше. Если вы знаете кого-то, кому нужно услышать эти слова, пожалуйста, будьте мостом, который соединит их со мной. И чаще делитесь с ней этим видео. Это сообщение – небольшой толчок, который ей нужен, чтобы увидеть, насколько она близка к получению благословений, которые я приготовил для нее. А если вы еще не подписаны на канал, пожалуйста, приходите и станьте частью этого прекрасного сообщества на YouTube и помогите нам распространять Слово Божье среди все большего и большего числа людей. Аминь. Если ты захочешь побыть в моем присутствии еще немного, знай, что я буду очень рад. Для этого просто нажмите на видео, которое теперь появится на вашем экране. Я рассчитываю на тебя и жду тебя.